15 апреля 1395 году в предгорьях Кавказа на реке Терек, примерно в районе современной Чеченской Республики, между войсками Тимура и Тохтамыша прошло крупное сражение, которое закончилось разгромом последнего. Это уже была вторая битва гигантов. Первая прошла в 1391 году на реке Кандурчи, близ Волги. Военные столкновения между Тимуром и Тохтамышем начались с 1380 года, когда самоуверенный Тохтамыш направил свои войска в Среднюю Азию во владение могучего Тамерлана. Тимур находился в очередном походе, что позволило Тохтамышу захватить и разграбить Бухару и окрестные города. В битве на Терек Тохтамыш потерпел жестокое поражение и с небольшим отрядом бежал в Литву. После этого сражения Тохтамыш окончательно исчез из политической арены, а Тамерлан продолжил свои победоносные войны. В 1398 году он вторгся в Индию и захватил Дели. В 1402 году завоевал Турцию, разгромив могучего султана Баязида. Умер Тамерлан в феврале 1405 года в ходе китайского похода. 13 апреля 1877 года близ Аул-Саясан около 60 человек из разных селений чеченского общества решили начать вооруженное восстание. Собрание представителей из чеченских обществ приняло присягу разорвать всякие сношения с существующей властью и объявить себя независимыми. Имамом был провозглашен 27-летний Алибек Хаджи. Около 2 лет с переменным успехом войска имама Алибек Хаджи вели неравную борьбу. В ноябре 1878 года руководители восстания Алибек Хаджи Алтамов, Салтамурат Биноевский, Залми Дада, Ума Хаджи Дуев были арестованы и решением командования приговорены к казни через повешение. 9 марта 1878 года в Грозном и состоялась эта казнь. 27-летний имам Алибек Хаджи оставил историю Чечни и Кавказа героический след. Один из царских генералов писал после окончания Кавказской войны: «Теперь, когда умолкли шум и азарт отчаянной борьбы, когда наша власть на Кавказе вполне упрочена, мы можем спокойно отдать дань удивлению героизму и безответной отваге побежденного врага, честно защищавшего свою родину». До Октябрьской революции добыча нефти в Чечне в основном велась иностранными трестами, которые располагали помимо крупных капиталов еще и лучшими научно-техническими кадрами и более высокой материальной базой. В Грозном утвердились крупнейшие мировые нефтяные тресты: Royal Dutch Shell Transport, Русская генеральная нефтяная корпорация, Товарищество братьев Нобель. Видную роль играла и крупная бельгийская фирма Ахвердов и Ко. Будучи комбинированным предприятием, фирма являлась монополистом во многих областях хозяйственно-экономической жизни района. На этом предприятии в апреле 1910 года прошла забастовка рабочих этой нефтяной фирмы, которые требовали более достойных условий труда и оплаты. Принято считать, что именно эта забастовка и положила начало революции на Тереке. Союз горцев Северного Кавказа направили в Закавказье своих представителей для организации контактов с турецкой стороной. Цель планируемых встреч – объявление о создании независимой Горской республики и обсуждение возможности официального признания Горской республики государства, провозглашенной в ноябре 1917 года Центральным комитетом Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана. Этим решением ЦК Союза был преобразован Горское правительство. Председателем правительства стал чеченский землевладелец, нефтепромышленник Абдул-Меджид Чермоев. Союз некоторое время действовал в качестве высшего органа власти народа Северного Кавказа, однако просуществовало недолго. В результате обострившихся межнациональных конфликтов и начала гражданской войны на Северном Кавказе, последовавшего провозглашения Терской Советской Республики Горское правительство фактически потеряло власть и распалось. Алвади Шайхиев родился в 1947 году. Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государственного педагогического института в 1970 году. В 1977 по 1979 годы учился на высших двухгодичных литературных курсах Союз писателей СССР при Литературном институте имени Максима Горького в Москве. Поэт, писатель, переводчик. Член Союза писателей СССР с марта 1976 года. Публикуется в периодической печати с 1961 года. Первый сборник стихов «Чувства» увидел свет в 1969 году. В разные годы в Грозном и в Москве выходили поэтические сборники «Пламя любви», «Огонь в очаге», «Совесть», «Ночные птицы», «Заповедь» и другие. Стихи Алавди Шайхиева печатались в журналах «Молодая гвардия», «Современник», «Звезда», «Дон» и других. С
середине апреля 1958 года состоялась первая сессия Верховного Совета восстановленной Чечено-Ингушской автономной социалистической республики. После долгих потрясений и ударов, выпавшей на долю чеченского народа в первой половине 20-го столетия, чеченское общество вступило в наиболее благоприятный период своего исторического развития, который чеченские исследователи характеризуют не иначе, как временным оазисом и благополучным промежутком, тиснувшийся в окружении ее со стороны прошлого и будущего кровавого месива войны. Первые выборы в Верховный Совет восстановленной Чеченской Республики прошли 16 марта 1958 года, а уже в середине апреля состоялась первая сессия новоизбранного Совета, на котором 16 апреля была принята и Конституция возрожденной республики. 21 мая 1958 года указом Президиума Высшего Совета ЧССР было утверждено о государственном флаге ЧССР.